Здравствуйте! В эфире «День в истории Абхазии». С 10 по 17 февраля 1922 года Первым съездом Советов Абхазии были сформированы новые органы государственной власти – Центральный исполнительный комитет, первым председателем которого стал Ефрем Эшба, и Совет народных комиссаров, который возглавил Нестор Лакоба. 10 февраля 1941 года был учрежден Союз художников Абхазии. В этот день, 70 лет спустя, в 2011 году, в Сухуми прошли юбилейные мероприятия, связанные с созданием Творческого союза. В Центральном выставочном зале была открыта выставка абхазских художников. Состоялась также презентация нового каталога. 4 раздела этого каталога – графика, живопись, декоративное искусство и скульптура – дают наиболее полное представление о художественном наследии абхазских мастеров. В этот же день был избран новый председатель Союза художников Абхазии. Им стал художник Адгур Дзидзария, член Союза художников Абхазии, России, Международной ассоциации художников ЮНЕСКО. Я в этом вижу только для себя такую ответственность перед ними, потому что, значит, со мной что-то связывает. Это, наверное, мне о себе сложно судить и оценивать, но, видимо, по их оценке, у них, значит, желание увидеть что-то новое для себя или открыть каких-то новых возможностей, или, то есть какое-то обновление. 10 февраля 2004 года Грузия и Абхазия по результатам встречи в Тбилиси подтвердили готовность использования мирных методов урегулирования конфликта. Встреча прошла по инициативе спецпредставителя Генсека ООН по абхазскому урегулированию Хайди Тельявини. В ходе переговоров делегация Республики Абхазия потребовала от грузинской стороны вывода из верхней части Кадурского ущелья подразделений Министерства обороны и размещения там блокпостов российских миротворческих сил. Между тем, в этот же день, 10 февраля 2004 года, в Абхазии руководители некоторых партий и общественно-политических организаций просят Госдуму Российской Федерации вернуться к обсуждению вопроса об установлении ассоциированных отношений между Россией и Абхазией. Многонациональный народ Абхазии, выстрадавший свое право на самоопределение и независимость, видит в таком договоре с Россией залог своего экономического и культурного роста и гарантию своей безопасности, говорится в обращении на имя председателя Госдумы Российской Федерации Бориса Грызлова. 10 февраля 2009 года председатель Совета безопасности ООН, постоянный представитель Японии при ООН Юкио Такасу выразил надежду на то, что резолюция о продлении мандата миссии ООН в зоне грузино-абхазского конфликта будет принята в течение недели. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун предложил сохранить присутствие миссии в регионе, но с уточненным мандатом. А делегация России добивалась того, чтобы в проекте были учтены новые реалии, возникшие после событий августа 2008 года. 10 февраля 1901 года родился Карл Боуда, немецкий языковед. Ряд исследований ученый посвятил выявлению баскско-кавказских этимологических параллелей. Объектом его внимания были осетинский, аварский, чеченский, удинский, черкесский, абхазский и абазинский языки. В 60-е годы вышла его работа «Введение в кавказоведение», в которой кавказские языки получили краткое описание. По предположению Боуда, была эпоха баскско-кавказского языкового единства. 10 февраля 1935 года родился Амиран Тания, народный артист Абхазии, актер Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба. В течение 30 лет он сыграл более полсотни ролей на сцене Абхазского театра. Амиран Тания создал прекрасные образы в десятках кинолент, такие как «Белый башлык», «В ночь на новолуние», «Колокол священной кузни», «Зимний вечер в Гаграх», «Пляжный рыцарь», «Бархатный сезон», «Сувенир», «Пиры Валтасара». Популярный и любимый зрителями актер Амиран Тания играл и в сатирическом театре миниатюр «Чарирама» при Абхазской государственной филармонии со дня его основания. Амиран Тания был еще и хорошим знатоком абхазского музыкального хореографического фольклора. Он внес большой вклад в развитие профессионального абхазского театрального искусства. Последние годы своей жизни преподавал актерское мастерство студентам Абхазского государственного университета, готовил артистов для театра. 10 февраля 1937 года родился Терентий Чания, поэт-писатель. Терентий Чания в разные годы работал директором Абхазского государственного издательства, директором литературного фонда, затем председателем Союза писателей Абхазии. Терентий Чания – автор 25 поэтических и прозаических книг.
10 февраля 1946 года родился Валерий Кварчия, общественный и государственный деятель, доктор филологических наук, академик Академии наук Абхазии, лауреат Государственной премии имени Георгия Дзидзария за монографию «Топонимика Абхазии». Валерий Кварчия – активный участник национально-освободительного движения абхазского народа с 1966 года. Автор и соавтор многих правозащитных писем в центральные органы СССР. Был одним из создателей и руководителей Народного форума Абхазии. Валерий Кварчия является депутатом парламента Абхазии 3 созывов. В 2011 году назначен председателем Государственной комиссии Республики Абхазия по делимитации и демаркации российско-абхазской границы. Удостоен Государственного ордена Ахтябша 3-й степени. 10 февраля 1951 года родился Анатолий Авицба, доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный работник сельского хозяйства Украины, президент Международной федерации союзов виноделов и виноградарей стран Восточной Европы и Средней Азии. С 1967 года живет в Крыму, был министром сельского хозяйства и продовольствия Крыма. С 1998 года директор Института винограда и вина «Магарач». Награжден Орденом Дружбы народов СССР. Имя Анатолия Авицба присвоено одной из малых планет, открытых в Крымской астрофизической обсерватории. Анатолий Авицба награжден Орденом Ахтябша 2-й степени. 10 февраля 1951 года родился Раш Хутаба, чемпион Европы по вольной борьбе в 1982 году, мастер спорта СССР международного класса по вольной борьбе, воспитанник тренера Дзуки Бения. В конце 70-х годов на международных турнирах в Чехословакии, в Германии, в Монголии выигрывал у призеров чемпионатов мира и Европы. А в начале 80-х Раш Хутаба побеждает в чемпионате СССР, становится обладателем Кубка Канады в Торонто. В составе сборной команды СССР в матче СССР-США выходит победителем. Но главный успех был обеспечен в 1982, когда он завоевывает золотую медаль на чемпионате Европы. Сегодня Раш Хутаба – председатель Федерации вольной борьбы Абхазии. 10 февраля 1961 года родился Отар Мацхрашвили, художник. Работал художником в Абхазском государственном театре имени Самсона Чанба, преподавал в Сухумском художественном училище, занимался дизайном, интерьером. Его работы находятся в частных коллекциях СНГ и за рубежом. Отар Мацхрашвили рано ушел из жизни, не успев реализовать множество идей и планов. 10 февраля 1962 года родилась Изида Чания, журналист, редактор независимой газеты «Нужная». Журналистскую деятельность начала с газеты Народного форума Айтгалара, была пресс-секретарем Народного форума, работала также в пресс-службе Верховного совета Абхазии. Изида Чания в разные годы работала в информационных агентствах «Абснепресс», «Постфактум», «Экспресс», «Хроника». С 1996 года по настоящее время Изида Чания – редактор газеты «Нужная», награждена орденом Ахтябша 3-й степени. 10 февраля 1972 года родился Рафаэль Царгуш, герой Абхазии, командир взвода. До грузино-абхазской войны Рафаэль Царгуш подвергался преследованиям со стороны грузинской прокуратуры за участие в июльских событиях 1989 года в Сухуме. Во время Отечественной войны народ Абхазии сражался на Бзыбском оборонительном рубеже, принимал участие в освобождении Гагры. В составе Афонского батальона принимал участие в январском, мартовском, июльском и сентябрьском наступлениях на Гуместинском фронте. После войны Рафаэль Царгуш – сотрудник таможенной службы Таглан. Находясь на посту, один принял бой и ценой собственной жизни предотвратил проникновение грузинской бандгруппы. А сейчас о некоторых событиях, произошедших 10 февраля в мировой истории. 10 февраля 754 года открылся Иерийский собор церковных иерархов. 10 февраля 2006 года археологами Американского Мемфисского университета в Египетской долине царей обнаружены нетронутые захоронения с 5 саркофагами. 10 февраля 2006 года открылись 20-е зимние Олимпийские игры в Турине. 10 февраля – День памяти великого русского поэта Александра Пушкина. 10 февраля – День дипломатического работника в России.
И в заключение выпуска информация о погоде. За последние 10 лет в день 10 февраля самая высокая температура была зафиксирована в 2013 году. Это плюс 16 градусов. Самая же низкая температура 2 градуса в 2011. Это вся информация на сегодня. Всего доброго. Увидимся завтра на канале Абаза ТВ.